Валентина Васильевна, так, такие знакомые лица. Конечно. Как вы считаете, начался сегодняшний день, начиная с погоды? Погода отличная. И всегда на день рождения Валентины Александровны, сколько я помню, была такая погода. Ну, сегодня 4 число, но это не важно. Но весь апрель такой. Все преддверие, она продержится. Где-то цветут сады, где-то метут метели, а у нас в Коми ручьи зазвенели. Да. Сегодня, да, Прекрасно. день прекрасный. Но Хороший день. не зря Валентина Александровна была овном. Это знак очень сильный, мужественный и красивый. Так, прокомментируйте, если можно, выставку немного. Давайте я прокомментирую Давай, с этой стороны. Давай, Татьяна, поскольку это да. более домашняя. Да, давай, Татьяна. Вот эта вот картина. «Девятый вал», любимая картина. Ну, Валентина Александровна, она заказала ее, чтобы ее нарисовал. Ее написал Голик Михаил Антонович. Кто написал? Мой папа Голик Михаил Антонович специально написал для нее, по ее просьбе. Потому что для ее был девятый вал, такой знаковый в ее жизни. Не раз эти были девятые валы, она их переживала и дальше несла себя достойно. Вот, ну, это вот тут рядышком часы, которые были подарены Валентине Александровне, которые при ней ходили, при ней шли и продолжают идти, несмотря на то, что 9 лет уже прошло, как ее нет с нами. Так, ну, вот это вот портрет, который мы все очень любим, Валентина Александровна со своим супругом Василием Архиповичем. Вот. Так, какой год? Так, это 1956 год. Где? Это Сыктывкар. Они были в Сыктывкаре, расписались они в 1946 году. И, конечно, все эти годы они жили здесь. Вот здесь вот представлена выставка домашняя Валентина Александровна с Василием Архиповичем в саду. Здесь ее сестры Антонина Александровна, Таисия Александровна, Нина Александровна и их папа, которого не очень уважали, Александр Ионович. Вот эта фотография. А папа жил где? Папа жил в Яринске сначала, он жил, потом в Сольвычегодске, потом в Белоруссии, но это в данный момент он приехал к дочерям. Вот. Он же здесь вот на этой фотографии, вот, 50-й год, видите, он здесь еще такой моложавый, Валентина Александровна, рядом Василий Архипович держит сына, поддерживает сына Андрея Витязева, а у Валентины Александровны на руках племянник Володя, а дальше вот там наверху сестры, тетя Ася, тетя Тоня. Вот. Она в этой части, ну, во-первых, мы видим часики, мы видим книгу Дмитрия Васильевича Витязева, сына Валентины Александровны, которого он написал, вот как знаток кухни северной. Мы видим фотографию, где Валентина Александровна, ну, в кругу семьи здесь я, ее невестка Татьяна, Дима, мой супруг, и мой папа, Голик Михаил Антонович, который вот и написал эту картину. Копию 9 вал по копии Валентины Александровны. А на стене, вы видите, висит картина. Это картина Турлопова, картина, называется «Деревенька моя». Валентина Александровна очень любила эту картину, потому что она напоминала ей ее детство. И эта картина тоже, вот потом подойдем, вы увидите, вот на стене там висит. Вот. А ну, здесь еще что мы видим? Мы видим Валентину Александровну со своими сыновьями Андреем и Дмитрием. Мы видим ее внуков, сына Андрея Артема и сына Дмитрия Антона Витязева. Кстати, Антон Витязев закончил наш университет с красным дипломом. Здесь мы видим Валентину Александровну с внуками. Здесь ее старший внук Васенька и Антоша. Антон маленький здесь. Вот. Здесь же мы видим Валентина Александровна, когда они встретили своего сына Дмитрия после армии. Рядом Василий Архипович. Василий Архипович при наградах. Он воевал, он имеет орден Красной Звезды. Вот только мы пошли в другую сторону, да? А здесь вот Василий Архипович моложе. И Валентина Александровна, 65-й год. Дима. Ну, здесь Дима на руках у Валентины Александровны совсем маленький еще. Ну вот здесь опять же сестры в парке. Здесь Нина Федоровна, няня, которая жила вместе с Валентиной Александровной и нянчилась с Димой. Вот это Андрей. И мы видим некоторые еще фотографии, где она своей рукой пишет своему
супругу она всегда очень ласково обращалась, к нему Васенька, где она пишет Антоше открытку на полном серьезе, когда ему 5 лет исполнялось. Ну вот, еще очень важная фотография, там есть ее брат. Это единственная фотография, потому что брат ее погиб в 1943 году на войне. И это единственная фотография, вот военная фотография, она должна быть где-то здесь. Вот она. Владимир похоронен он в Можаевке. Ну, то есть было направление освобождения Украины тогда происходило.